السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Уважаемые мусульмане, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, пресвятый велик, в священном писании Корана завещал нам до судного дня: «А'удhu биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, я айюхаллазина аману аттакуллаха хакка тукатихи, ва ла тамутунна илля ва антум муслимун». Вот те, которые уверовали, бойтесь Аллаха должной богобоязненностью и не умирайте иначе, как вы мусульмане. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Вот те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и говорите праведные речи. Всевышний Аллах простит ваши грехи, исправит ваши дуни, ваши дела. Кто повиновался Всевышнему Аллаху и посланнику, преуспел преуспеванием великим. Дорогие мусульмане, альхамдулилля, по милости Аллаха, вчера вы все провели праздничную молитву окончания месяца Рамадан. Вы все надеялись на милость Всевышнего Аллаха, которая спустилась к вам по окончании праздничной молитвы, вознаграждение за благие деяния в месяц Рамадан. Однако, насколько велик этот Рамадан, его благословение Аллаха, что оно распространяется и после него, распространяется и на месяц Шавваль. А в чем же оно есть? Как сказал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям в Сахих аль-Муслим, сборник Сахих аль-Муслим, хадис: «Ман сама Рамадан, сумма атба'аху ситта мин аш-Шавваль, кяна ка-сиям ад-дахр». Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит: тот, кто пропастился Рамаданом, а после этого, в месяц Шавваль, он пропастился еще 6 дней, то как будто бы он постился весь год подряд. Всего лишь 6 дней в этом месяце Шавваль. И Всевышний Аллах напишет вам вознаграждение, как будто вы постились весь год. Субханаллах, это продолжается благословение месяца Рамадана. Это продолжается милость Всевышнего Аллаха к вам, к тем рабам, которые стремились заработать милость Аллаха, прощения и побольше того, что им поможет в судный день. И он говорит: пожалуйста, мои рабы, вот вам 6 дней. Но если вы их пропастите в Шавваль, как в Рамадане, то я запишу, говорит Всевышний, вам награду, как будто вы постились целый год. Субханаллах, представьте мусульманина, который понимает это, и надеется на того, что Аллаха постится Рамадан, постится 6 дней, и так в течение своей жизни. Как он пристанет перед Аллахом, иначе как постоянно постящимся круглый год в своей жизни, субханаллах. А какие награды, вознаграждения постящему? Почему Всевышний Аллах именно про пост? Почему не про что-то либо другое? Да потому что, во-первых, награды за сам пост, мы говорим, что в Рамадане мы совершаем благие деяния, которые умножаются до 700 и больше раз. Но Рамадан же это не только день, но и ночь. То есть мы постимся какое-то время не постимся. Но Рамадан же не заканчивается в это время. И совершая любое благое деяние в Рамадане, ночью, днем, вы получаете свой аджр, награждение. Однако за сам пост, именно что вы удерживаете себя от питья, от еды, от отношений с супругами, благочестие проявляете, удерживая свой нас, именно за этот пост вы получите только в судный день вознаграждение. И это опять милость Аллаха. Он приготовил награду для своих рабов за пост именно до судного дня, в тот момент, когда решается, где быть человеку. Это тяжелый момент расчета, в котором Аллах в Коране говорит: и тот, кто сделал благо на вес пылинку, увидит его, и кто сделал зло на вес пылинку, увидит его. Пылинка ляжет на вес весов, на весы.
ляжет. И когда Всевышний Аллах, когда будет этот расчет на весах, и вам предоставится вознаграждение за ваши посты, которые будут тяжелее, чем наших весах благочестия, Он хочет для своих рабов прощения и милости в судный день, поэтому Он придерживает это вознаграждение. А если вы, представьте, как бы постоянно постились, год за годом, всего лишь Рамадан и 6 дней. Рамадан и 6 дней. Субханаллах, как у вас положение будет в судный день? Пускай Аллах сделает спонтанно для вас из тех, которые чашу благочестия перевешивают, и вы будете из обитателей рая и одарены милостью Всевышнего в судный день. Простите, Аллах прощения прощающий. Бисмиллахи рахмани рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаляму аля сайидина Мусалим Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Я ибад Аллаху сидну ва яду такуллах. О рабы Аллаха, заповедую вам и себе быть богобоязненными. Быть богобоязненными в своих речах, в своих делах. Грамотный мусульманин, который уже понял смысл жизни и который знает, что ему отверено совсем немного по сравнению с вечностью. Сколько мы тут проживем? Он пытается сделать перед Всевышним Аллахом те деяния, которые даже после его смерти будут приносить ему вознаграждение. Есть такие деяния, которые даже после смерти раба Аллаха приносят ему награду. Это называется в исламе, в шариате садака джария. Садака джария. Он вкладывает в проект, который даже после его смерти работает и приносит благо мусульманам, общине, людям, и он за это получает вознаграждение. Такой, как, например, даже человек, который посадит сад. Вырастут фруктовые деревья. Кто бы с этого сада не кушал, человек или птица, он будет постоянно получать вознаграждение, пока существует этот сад. Построил мост через реку, через что-то другое, чтобы было легко людям ходить. Каждый раз, когда люди пользуются этим мостом, он получает награду от Всевышнего Аллаха спонтанно. Вырыл колодец в то место, где необходима людям вода. Каждый раз, как люди пользуются этой водой, он получает вознаграждение, даже если он умер. И в нашей общине, в доме тоже, уважаемые братья, есть садака джария. Это то здание, где вы сидите. Это одно из лучших вложений перед Всевышним Аллахом, потому что здесь распространяется нур Аллах, свет Аллаха, о нем, о его завещании людям, о его вечности, которую он предсказывает и обещает вам. Знания, молитвы, поклонения. Медресе, иншаллах, в проекте здесь открывается очень скоро. Приехали очень хорошие учителя. Иншаллах, будет проекты хорошие. И председатель общины, и заммуфтия Сираджуддин, они вкладывают для того, чтобы обустроить максимально, для того, чтобы этот нур Аллах здесь светился и было мусульманам доступно все. Поэтому есть проект, который они обустраивают сейчас территорию, чтобы было больше места молиться. И лекционные залы, поэтому перед Всевышним Аллахом с намерением, кто сделает, поучаствует в этом проекте, я уверен, он будет получать и при жизни. Каждая молитва он получает награду. Каждый лекционный момент он получает награду. Каждый сбор детей или взрослых для мадресе он получает награду. Все, что здесь не будет происходить, а здесь ничто не происходит, кроме как нур Аллах, свет Аллаха, здесь другого ничего не происходит. Он будет получать эту награду от Всевышнего Аллаха спонтанно. Это выгодное вложение. Даже после его смерти это здание, иншаллах, по милости Аллаха, будет существовать и зарабатывать аджр тот, кто хочет его заработать. Сказать Всевышний Аллах, не всем это позволительно, потому что Всевышний Аллах, когда пророк Мухаммад говорит, пророк Мухаммад сказал, что кому Аллах хочет блага и любит его в этой жизни, он делает его причиной благого. То есть не все могут делать хорошие дела, не все. Не у всех получается. Занятость человека, мозги закручиваются, он даже забывает про это. Финансы тоже не у всех бывают по карману, чтобы где-то участвовать. Это Аллах кому позволяет временем и финансом поучаствовать в этих проектах. Это указание на любви Аллаха к этому человеку. Потому что он может сделать ради Всевышнего Аллаха и отложить себе на тот день, на судный день, в который он очень будет нуждаться в этом. Аллах делает нас из тех, кого Он любит, и дает нам возможность участвовать в этих проектах, и примет наши садака, как садака джария и другие благие деяния, наши посты, наши
благое, что мы намеревались сделать, и вознаграждает нас за то, что мы даже намеревались, но не сделали по каким-то причинам. Он щедрейший и щедрейший. اللهم اعطنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم لا تدع ذنبا الا غفرتك ولا هما الا فرجتك ولا دينا الا قضيتك ولا مريضا الا شفيتك ولا حاجه خارج الدنيا ولا الاخره الا كذلك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل من قلب يحبك. ربنا هب لنا ازواجا ذريه قرة اعين واجعلنا للمتقين ايمان. اللهم اعطنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واقيموا الصلاه.